Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 января 2020 года для львов. Рассмотрим сферу отношений, работы, финансов и достанем карту «Совет». Сегодня на цыганской колоде смотрим. Давайте сначала достанем карту для тех львов, которые в паре. Здесь выпадает карта «Противник». Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта «Постоянство». Для тех, кто имеет работу стабильную, выпадает карта «Высокомерие». Для тех, кто ищет работу, выпадает карта «Разговор». И финансы для львов, карта «Посыльный». Давайте посмотрим сначала, что ждет тех львов, которые в паре находятся. Здесь выпадает карта «Противник». И она предупреждает, что на этой неделе вам захочется выяснять отношения, вам захочется настоять на своем, как-то, может быть, обвинять, да, своего партнера. То есть здесь действительно могут быть какие-то несогласия, столкновения и так далее. И карта призывает нас к тому, чтобы мы считали с точки зрения правильно не только свою, да, но и как-то очень старались внимательно относиться к своему партнеру, к его точке зрения, да, то есть здесь желательно разговаривать, здесь желательно как-то стараться понять друг друга, как бы сделать своего партнера главным в отношениях, да, убрать акцент вот с себя, со своей правильности, со своей позиции, и тогда, в принципе, все будет возможно, ну, как все будет хорошо, да. Если, допустим, у вас и так уже были какие-то конфликтные отношения, то на этой неделе вы как-то не захотите мириться, да, вы не захотите идти друг к другу навстречу, а вам будет хотеть продолжать вот в том же духе, да. То есть карта говорит о том, что есть возможность действительно найти общий язык, есть возможность помириться, если только не вступать в противостояние и учитывать точку зрения вот вашего партнера. Также карта говорит о том, что, возможно, ситуации такие сложные будут возникать вне дома, да, когда, может быть, будет кто-то вмешиваться в ваши отношения, в вашу пару. Вот здесь, конечно, нужно давать отпор, нельзя позволять никому ваши отношения как-то разрушать, да, портить. Теперь для тех львов, которые ищут пару, ищут партнера, выпадает карта «Постоянство», и она говорит о том, что вам нужно обязательно подумать о том, какого именно партнера вы хотите к себе привлечь, да, какие у вас, ну, такой образ создать вашей будущей семейной жизни, да, вашего партнерства. Здесь на карте изображен дом, да, дом, то есть как образ, как вы его видите. И также у вас здесь есть возможность действительно прекрасно провести время. Пусть у вас пока что еще нет, допустим, нужного человека подходящего, да, но карта говорит о том, что вы должны просто немного подождать. Время еще не пришло. То есть постоянство, карта говорит о том, что вот тот как бы период жизни, который у вас сейчас, да, он немножко затянулся, то есть еще какое-то время так будет. Но как цель, как планы у вас есть вот дом, да, вот на карте он изображен. То есть есть действительно возможность построить отношения, но только стоит немного подождать. Давайте теперь посмотрим, что ждет тех львов, которые уже работают, да, у которых есть работа. Здесь выпадает карта «Высокомерие», павлин, да. То есть здесь карта говорит о том, что ни в коем случае нельзя как-то как бы акцент на себя делать в работе, да, то есть если вы работаете один, то тогда да, то можно действительно показать все свои самые лучшие стороны для того, чтобы вас оценили, да, то есть это вот как реклама может действовать. Но если вы работаете в коллективе, то тогда это во вред, то есть нужно обязательно признавать вклад каждого человека, который в деле участвует, и тогда вот будет все правильно, все хорошо. То есть карта вот высокомерие говорит о том, что нужно, конечно же, себя ценить, нужно уважать, нужно как бы правильно
оценивать свои профессиональные качества. Но ни в коем случае это не должно быть слишком, да, то есть все в меру должно быть, тогда все будет в порядке. Вот, ну и как реклама, конечно, очень хорошая карта, очень своевременная. Ну, своевременно будет рекламировать на этой неделе себя. Да и вообще, в принципе, люди будут вас замечать, да, то есть вы будете очень заметным человеком в своей деятельности, и к вам будут обращаться даже люди, которых вы не знали, да, то есть, может быть, новые какие-то клиенты через тех, которые уже к вам обращались, да, или, может быть, новый проект какой-то будет вам предложен уже по прошлым вашим заслугам. Давайте посмотрим, что ждет тех львов, которые ищут работу. Выпадает карта «Разговор», и она говорит о том, чтобы вы как можно большему количеству людей сообщили о том, что вы ищете работу, да, чтобы было как можно больше информации у вас и о вас. То есть вы можете рассылать резюме, вы можете просто разговаривать с людьми, которые, даже если вы не думаете, что эти люди вам ничем не могут помочь, все равно вам нужно обязательно говорить о ваших нуждах, потому что у этих людей могут найтись знакомые, которые вам действительно могут помочь. То есть карта «Разговор» говорит о том, что вам нужно как можно больше информации о себе распространить. И тогда действительно есть возможность вот через каких-то третьих лиц, да, найти работу. То есть самое главное запустить этот процесс на этой неделе. Теперь финансы для львов на этой неделе. Выпадает карта «Посыльный». То есть могут прийти деньги совершенно неожиданно от людей, которые, может быть, далеко находятся, да, либо это могут прийти деньги через интернет, допустим, на карту, да, то есть здесь действительно есть возможность получения каких-то неожиданных денег, что вас очень порадует. Давайте посмотрим совет, какой дают карты львам на эту неделю. И выпадает карта «Скорбь», да, ну, как совет, эта карта будет говорить о том, чтобы вы не переживали о том, чего у вас нет, да, или о том, что ушло. Вам нужно смотреть в будущее, вам нужно строить свою жизнь заново. Вот посмотрите, здесь вот изображена девушка, которая как бы головой уткнулась вот в колонну, да, и ничего вокруг не видит. А вокруг цветы, вокруг зелень, тут рядом дом, ступеньки, озеро, тут птица, да, то есть вокруг возможности, красота, есть где жить, да, есть все необходимое, а человек думает только о том, что он потерял или то, что ему там не досталось, допустим, или не исполнилось. Карта говорит о том, что нужно обернуться и посмотреть вокруг себя, посмотреть, что нас окружает, и оценить именно это. То есть посмотреть, какие возможности еще есть, а не обращать внимание на то, что потеряно, что ушло. Вот это как главный совет на неделю. Дорогие друзья, желаю вам прекрасного настроения, желаю прекрасной недели, чтобы вы все возможности использовали, и чтобы у вас было как можно больше прекрасных, счастливых минут, чтобы вы ни о чем не переживали. Всего вам доброго, до новых встреч!